Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 17 по 23 февраля 2020 года для скорпионов. Посмотрим на колоде Таро главные события, на Ленорман посмотрим отношения и работу, и деньги с советом посмотрим на колоде Цыганский оракул. Сначала Таро. Посмотрим, что ждет скорпионов такого важного на этой неделе. Выпадает карта. Замечательная карта Императрица, старший аркан. Отношения, 3 карты. Для тех, кто ищет партнера, для тех, кто в паре. И для тех, кто в ссоре. Работа. Для тех, кто ищет работу. Для тех, кто работает. Для тех, у кого свое дело. Финансы. 2 карты на финансы. Для тех, кто работает. Для тех, у кого свое дело. И карта совета на неделю. Итак, сначала события главные. Здесь у нас карта старшего аркана Императрица. Она у нас связана с получением каких-то ценных подарков, с осуществлением наших желаний, таких важных, главных. Эта карта, кстати, связана с недвижимостью. Если у кого-то решаются вопросы на этой неделе с покупкой, с продажей, с ремонтом, может быть, мебель покупаете в дом, какую-то отделку делаете, да, вот все будет очень удачно. А также карта говорит о том, что решаются какие-то вопросы с семьей, с детьми, могут быть какие-то важные приобретения в плане там, одежды, да, чего-то красивого. В общем, эта карта, она связана с красотой, она связана с чем-то ценным. Ценным может быть не только материальное, могут быть ценные отношения, может быть ценное это отношения с нашими детьми, с нашими близкими родственниками и так далее. Да, вот то, что мы считаем важным, вот морально-этические ценности, все это здесь важно. Также вот опыт, навыки, если мастерство у нас какое-то есть, карта говорит о том, что очень это нам поможет на неделе каким-то образом. Возможно, мы либо будем зарабатывать с помощью этого, либо мы можем передавать свои знания. В общем, может быть, это для нашего повышения послужит. Это очень важно. Друзья, давайте посмотрим, что в отношениях происходит у скорпиона. Для тех, кто ищет партнера, выпадает карта башня. Карта говорит о том, что, возможно, сейчас время пришло для того, чтобы встретить человека по судьбе, человека, который, возможно, и непростой по характеру. Может быть, он такой, вот знаете, мрачный, сумрачный, может быть, очень серьезный, может быть, очень требовательный, а может быть, просто замкнутый такой, да, как-то весь в себе. Но, в принципе, вот этот человек, он, скорее всего, очень надежный, он трудолюбивый, он ответственный, да, и несмотря на то, что, может быть, малообщительный и каким-то не соответствует, может быть, современным требованиям, да, что вот человек должен быть там как-то спортивно выглядеть, что он должен как-то одеваться там по-особому, уметь общаться с большим количеством людей, то есть вот это все не про него. Этот человек, он такой одиночка, серьезный, он занят больше делом, карьерой, очень требовательный к себе и к другим. И вот можно встретить такого человека. Давайте посмотрим, что ждет скорпионов, которые в паре. Здесь у нас карта аисты, карта перемен, карта, которая говорит о том, что может быть
много общения, может быть, много людей в окружении, то есть вы не вдвоем, да, а кто-то вот постоянно рядом с вами. Возможно, вам даже некогда будет пообщаться, некогда будет поговорить, много хлопот, много дел, возможно, поездки, кстати, в это время, да, или там даже полеты, перелеты в другую страну, может быть, воспользуйтесь выходными для отдыха. Также карта говорит о том, что могут быть какие-то очень неожиданные события, вплоть до перемены места жительства. Если даже это не на этой неделе произойдет, вы можете просто задуматься об этом. Вот почему-то у вас тут встают вопросы, связанные с местом жительства, с пропиской, с, может быть, переездом. Также могут быть вопросы прибавления в семье, да, то есть детки, решаются вопросы там с детками, либо у кого-то это могут быть внуки. В общем, карта, знаете, после каких-то перемен, кстати, может тоже стабильность наступить. То есть либо вы из стабильности в перемены, либо наоборот. А теперь для тех скорпионов, которые в ссоре, здесь у нас карта Лилия. Карта говорит о том, что есть возможность действительно примирения. Если быть искренним, если быть честным, если вести себя мудро, если ценить своего партнера, если понять, осознать ошибки, что привело к ссоре, то вполне возможно есть возможность возможно помириться, да, то есть карта, конечно, говорит о том, что это не слишком быстро может быть, потому что вот эта карта, она связана у нас с зимой, но за зимой следует весна, да, то есть немножко подождать, и все будет, да, то есть здесь действительно есть возможность договориться, примириться, убрать вообще все непонимание, убрать любые какие-то сложности в отношениях, да, вот полностью такая одна волна может у вас быть в конце концов, да, после того, как вы решите все эти вопросы. То есть даже, возможно, станете общаться лучше, чем до ссоры. Теперь работа для скорпионов. Те, кто ищет работу. Выпадает карта Луна. Говорит о том, что очень малая вероятность есть найти работу на этой неделе, но, скорее всего, на следующее или в ближайшее время, потому что здесь Луна убывающая у нас, заканчивается как раз период вот этих сложностей. Также карта говорит о том, что может быть работа на дому. Может быть, вы долго думали, не решались. Почему бы нет? Если будут предлагать, попробуйте. Либо, может быть, у вас есть свои таланты, способности, умения, опыт, и вы можете реализовать это все дома. Либо это работа рядом с домом, или это какая-то удаленная работа, когда вы можете абсолютно из любого места работать, зарабатывать и так далее. Ну и кроме того, здесь для вас еще какая-то информация все-таки скрыта. Много каких-то неясностей, непонимания, что делать, куда идти. В общем, здесь буквально на следующей неделе уже это все должно уйти, проясниться. А теперь для тех скорпионов, которые работают по найму, здесь выпадает карта башни. Замечательная карта для работы, просто великолепная. То есть то, что вы вкладывали, то, что вы строили, да, здесь вот по кирпичику, оно наконец-то вот во всей своей красе проявится. То есть здесь может быть повышение, может быть признание, могут быть какие-то очень важные клиенты, заказы. То есть вы действительно подниметесь на этой неделе. Будет почет, будет внимание, будет признание ваших заслуг. И даже если вы планируете какой-то большой проект, большую ответственность на себя взять, карта говорит о том, что вы справитесь, берите. Самое главное здесь вот по этой карте как отрицательный момент, это когда у нас слишком завышенная самооценка и такое самомнение, когда мы считаем себя выше других людей. Вот здесь вот могут быть проблемы, может быть такая ситуация, что как раз вот жизнь покажет нам, что как бы нельзя себя таким образом вести, нельзя себя сравнивать с другими людьми, мы должны сравнивать себя только с собой, со своим как бы прошлым успехом, да? Мы должны все время расти над собой и не сравнивать себя ни с кем другим. Здесь вот как раз вот такой намек, вот эти две башни, да, что не нужно равняться ни на кого, нужно равняться на себя.
А для тех, кто имеет свое дело, выпадает карта книга, очень хорошие перспективы открываются. Карта еще закрыта, то есть мы даже можем сами не знать еще, на что способны. И вот как только мы поймем наше основное направление, либо получим какие-то дополнительные знания, опыт, укрепим себя профессионально, сразу же у нас открываются новые возможности. Карта говорит о том, что вот на этой неделе, может быть, будут какие-то сложности, связанные с непониманием там, в коллективе или с клиентами. Может быть, будут закрыты какие-то источники дохода, да, то есть вот, допустим, вы на них рассчитывали, а пока что не работает, да, это. Но в любом случае, это, раз книга выпала, значит, возможности уже есть. Даже если они пока еще не в полной мере проявляются, они проявятся все равно. Также карта говорит о том, что могут быть какие-то открытия. Карта говорит о том, что можно воспользоваться какими-то научными исследованиями вот в своей работе, в своей деятельности. Может быть, какая-то информация поступит, знаете, такая закрытая, когда вы не можете распространяться, да, то есть вы должны молчать, либо вы будете делиться с кем-то такой информацией, чтобы она вот была между вами только. Очень как бы такие глубокие профессиональные навыки вот по этой карте идут, да, это ваш плюс. Также карта говорит о том, что может быть много дел каких-то связанных с обучением, с письмами, с бумагами, договорами и так далее. Кроме того, можете неожиданно что-то узнать новое вот по поводу людей, с которыми работаете, или по поводу вашей деятельности, то, что вас удивит. Давайте посмотрим, что ждет в деньгах скорпионов. Те, кто работает. Выпадает карта вор. И эта карта говорит о каких-то излишних тратах, во-первых. Когда, допустим, вы попадаете или на распродажи на какие-то, или еще каким-то образом тратите свои деньги необдуманно, то есть кто-то хочет, чтобы вы их потратили, да, вы поддаетесь, и вот деньги ушли. Кроме того, эта карта может говорить о том, что нужно оберегать свои финансы, не нужно лишнего говорить, нужно хранить их правильно, и нужно обязательно держать как бы какую-то сумму определенную, для того, чтобы у вас такой был запас неприкосновенный там для развития, для обучения, для всяких там неожиданных возможностей, которые открываются. А для тех, кто имеет свое дело, выпадает карта тоска. То есть у вас есть возможности для развития, но вы пока что в таком периоде находитесь, что не можете вот получить все то, на что рассчитывали. Карта говорит о том, что вообще не стоит об этом переживать, потому что просто время сейчас такое, но в ближайшее время все ваши самые высокие цели реализуются. Здесь посмотрите, и вода у нас как деньги, да, и здесь высоты, которых вы можете добиться, ваши цели осуществляются. Здесь люди, которые могут вам помочь, они у вас за спиной как поддержка. И ваш опыт, да, у нас осеннее дерево, тут все за вас. Так что не переживайте, это все временно, даже если вот у нас что-то не получается, это немножко просто надо подождать. А теперь совет. Совет говорит о том, что нужно забыть о каких-то потерях, и вообще к этому не возвращаться. Нужно, вот есть у евреев такая поговорка хорошая: спасибо, что взял деньгами, да. И вот мы можем эту поговорку применить на все, что угодно. Спасибо, что взял там тем, этим или еще чем-то, да. То есть это действительно не стоит переживаний, когда у нас есть жизнь, когда у нас есть здоровье, возможности, да, мы можем добиться чего угодно. И не стоит обращать внимание на какие-то мелочи, на какие-то моменты, на мелкие моменты, когда мы как бы тратим туда слишком много сил, энергии, эмоций, а оно того не стоит. То есть нужно закрывать те вопросы, которые вас расстраивали,
и просто к ним не возвращаться, просто закрывать дверь и забывать об этом. Нужно поворачиваться к жизни, к новым целям, к новым людям, к новым возможностям и думать только об этом. Друзья, желаю прекрасной недели, чтобы только самое лучшее сбывалось для вас. Всего вам доброго, до новых встреч.